Сабантуй в селе Кызылбайрак Тукаевского района. Во время скачек юная наездница упала с пони. Это первые соревнования девочки. Она переволновалась и потеряла сознание еще в седле. На празднике дежурила скорая. Наезднице оказали помощь. К счастью, обошлось без травм. На этом видео видно, как люди пытаются спасти коня. Он умер во время скачек в Актаныше. Животному стало плохо после длинной дистанции. Скакун участвовал в гонках в упряжках, хотя готовили его к соревнованиям с наездником. Как рассказали нам в администрации района, накануне этот же конь уже бежал на деревенском Сабантуе, и ему требовался отдых. Эти русские витязи в тюбетейках продемонстрировали свою богатырскую силу на Сабантуе в Кукмаре. Удивили публику трюками, для которых нужна недюжинная сила. Один обмотал шею другого богатыря стальным прутом, а потом также размотал. Второй силач с легкостью засунул себе в ноздрю сверло от дрели. В Сармановском районе на Сабантуе батыры сразились на конях. Это старинная игра аудареш. По правилам, один всадник должен скинуть другого из седла. Кому удалось это сделать, можно увидеть в конце видео. У борцов в Дрожжиновском районе завязалась настоящая драка прямо на ковре. Их несколько раз пытались разнять. Что между ними произошло, неизвестно, но обоих батыров сняли с соревнований. Рекордом порадовал Нурлат. Здесь местные кондитеры представили кулинарный шедевр чак-чак весом 130 килограммов. Певец, заслуженный артист Татарстана Фирдус Тимаев всегда удивляет своих поклонников. На Сабантуе в Сабинском районе прямо во время выступления прыгнул в воду. Зрители поддержали его аплодисментами. Фирдус Тимаев уже не раз окунается на праздники плуга. После заплыва сразу на сцену. Эта позитивная, энергичная бабушка подняла настроение гостям на Сабантуе в Чистополе. На видео, которое сняли очевидцы, она танцует под песню группы Любэ, которые стали хедлайнером праздника. По словам местных жителей, бабушке 90 лет. Вероника Гайнуддинова, ТНВ, Татарстан.